Ну что, ребят, пожили мы с более-менее стабильными ценами на топливо и хватит, как говорится. Нас ждет зеленый переход. Смысл его в том, что надо всем переходить на биотопливо и электрички. А даже если перейдем, все равно будет дороже, а если не перейдем, будет еще дороже, потому что будем платить еще и за выхлопы, которые дают наши бензиновые и дизельные машины. Īstenībā man šausmīgi patīk visas tās zaļās iniciatīvas. Tīpaši, kad aizbrauc uz kaut kādu Eiropas valsti un paskaties, kas notiek tur. Piemēram, tādas valsts kā Itālija, kur pat atkritumus nemaz nešķiro. Rodas iespējas, ka mums vienīgajiem jādzīvo zaļi. Bet viņi ir Eiropa, un mēs esam Eiropa. Savādi gan. А вообще, я вот думаю, гораздо ближе, чем какая-нибудь Италия, к нам, например, Россия и Беларусь. И там, между прочим, солярка по 70 копеек. И они там газуют, будь здоров. И получается, что их вот эти агрессорские выхлопные газы свободно курсируют через нашу границу в нашу экологически чистую Латвию. Я предлагаю что-то с этим делать. Вот забор от мигрантов и танков мы же уже построили, надо какую-нибудь стену от выхлопных газов поставить, чтобы ни один вот этот вот диктаторский комар не дышал, понимаешь, нашим свободным демократическим воздухом. Опять-таки денег можно освоить. Bet, ja nopietni, mums taču visiem skolā mācīja, ka koki, meži, viņi absorbē ogļu dioksīdu un izdala skābekli, ar ko mēs visi elpojam. Raugoties uz šādu ainu visā manā valstī, man arvien vairāk šķiet, ka daudz lielāku kaitējumu videi nodarām nevis ar auto izmešiem, bet gan ar mežu izciršanu.